Доброе утро, дорогие наши телезрители. Утро Якутии на телеканале Якутия-24 НВК Саха. В эфире вновь встречаем наступивший день. И так будет продолжаться до тех пор, пока еще в этом году есть дни, потому что до Нового года, сами понимаете, остается уже меньше недели, и все мы этот день ждем с нетерпением, все ждем этот праздник, ждем, кто-то ждет прям новогодние вот эти каникулы долгие такие, а кто-то просто ждет волшебства этой новогодней ночи. В любом случае это будет через 5 дней, а до того у нас есть время еще подвести какие-то итоги. Это раз, конечно же, какие-то дела незавершенные завершить и, так сказать, с честной совестью вступить в 2025. Ну а мы в течение будних дней, конечно, будем делать все возможное, чтобы дни проходили у вас с улыбкой на лице и максимально продуктивно. И будем снабжать вас, конечно, полезной информацией, интересными гостями и не только. Все это, например, на примере сегодняшнего дня в ближайший почти что час. Меня зовут Павел Танин, и мы готовы начинать. И по традиции, конечно же, вначале говорим о том, что ожидает нас за окном. По информации Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 25 до минус 41. В заречной группе от минус 29 до минус 43, в южных от минус 20 до минус 22. В Вилюйской группе улусов 23-27 со знаком минус, в Нижнеленских 35-40 градусов мороза. В западных районах от минус 20 до минус 23, в Колымо-Индигирской группе улусов минус 22, минус 36, в Янских минус 23, минус 36, на северо-западе минус 20, минус 38. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 34 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем в столице республики ожидается без существенных осадков, ветер западный 1,5 метров в секунду, а температура воздуха днем остановится на отметке минус 30, минус 32 градуса. А если вы еще не проснулись и находитесь до сих пор в кровати, то сегодня вы можете себе это позволить. 26 декабря – день охоты на сны. Традиция охоты на сны заключается в попытке уловить и сохранить сюжет сна сразу после пробуждения. Это требует быстрого и осознанного воспоминания о сне, чтобы сохранить, так сказать, слепок этого сна. Интересно, что некоторые важные открытия и изобретения, такие как, например, периодическая таблица элементов химических, иголка для швейной машины и формула молекулы бензола, они были открыты на основе таких пойманных снов. Выбор 26 декабря для этого праздника также не случайен, потому что в декабре, когда ночи длиннее, а дни короче, считается, что сны становятся ярче и четче, что делает их, что дает возможность их легче поймать и запомнить. Чем же еще запомнился сегодняшний день, узнаем далее. На календаре 26 декабря. Сегодня отмечают День подарков, День войск противовоздушной обороны сухопутных войск России. По народному календарю Евстратиев день, ведьмины посиделки. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней. Каждый из них предсказывал погоду на свой месяц, начиная с января. Также в народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет. Поэтому на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Этот день в истории. В 1783 году продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты. В 1812 солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России. В 1825 в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. В 1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий. В 1991 день распада СССР. В этот день родились Надежда Ламанова, российский и советский модельер-художник театрального костюма. Ральф Норман Энджел, английский публицист, пацифист, нобелевский лауреат. Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель, основатель КНР. Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. Именины отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест и Яков. А приходилось ли вам замечать, как много людей утром в плохом настроении? Врачи считают, что одна из причин такого состояния заключается в гипокинезии. Иными словами, в отсутствии физической активности. Ничего удивительного, проработанные мышцы посылают в головной мозг достаточное количество импульсов, благодаря которым он активно настраивается на рабочий лад.
Мы не относимся к числу злых людей по утрам, и вам тоже не советуем такими быть, поэтому давайте сделаем утреннюю зарядку. Доброе утро, меня зовут Ефимов Вячеслав, я руководитель танцевального клуба по парам, и сегодня мы представляем вам нашу танцевальную разминку. Ручки на пояс, ножки вместе. Теперь качаемся на месте, коленки разминаем. Вниз, вверх на полупальчики, вниз, вверх на полупальчики. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, 3, 4, раз, два, три, закончили. Одну ножку согнули, поставили на полупальчик. Ножки меняем местами. Одну выпрямляем, одну сгибаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ручки в стороны поставили, ладошки опускаем вверх-вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 в разные стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ручки перед собой. Ладошки переворачиваем друг к дружке. Выныриваем вперед. Переворачиваем. Пальчики друг к другу. Выныриваем вперед. И делаем то же самое. Перевернули. Пальчики вперед. Вынырнули в стороны, ручки прямые. Шагаем. Раз, два, три. Ручки вращаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ручки на пояс. Танцуем ча-ча-ча. В сторону шаги. Ча-ча. Раз, два раза на месте. Ча-ча. Раз, два раза на месте. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз. А теперь мы станцуем вам наше маленькое движение под музыку. Ча-ча. Ча-ча. Раз, два, три. 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 Всем спасибо. До свидания. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро. Расскажем о самых заметных событиях этого утра. Охрану общественного порядка усиливают в Якутии в новогодние и рождественские праздники. Айсен Николаев провел заседание по обеспечению правопорядка и безопасности. В числе задач он назвал усиление патрулирования в общественных местах, обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, предупреждение правонарушений и экстренных ситуаций. Кроме того, внимание было уделено активному взаимодействию с общественностью. В рамках подготовки к праздникам предлагается проведение ряда профилактических мероприятий. Также затронули вопросы организации работы экстренных служб и медицинских учреждений. Как правильно оформлять документацию, информировать население, обсудили специалисты МЧС России по республике в рамках учебно-методических сборов. Так, в регионе уже действует право на использование региональной системы оповещания в качестве муниципальной. Тем не менее, информацию в полном объеме предоставило лишь 15 районов и 2 городских округа республики. Частично 11 УУСов, еще и 7 муниципальных районов не идут на контакт. Такая ситуация может привести к негативным последствиям, так как в случае комплексной проверки может подключиться региональная прокуратура, что грозит административной ответственностью главам районов. Работаем в помещении IT-парка республики с целью ознакомления с новейшими инновационными разработками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также сегодня будут рассмотрены вопросы по оповещению и информированию населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и продемонстрированы современные разработки специалистов республики по поиску и спасению людей.
В Якутске в квартале труда прошли пожарно-тактические учения. В учениях приняли участие свыше 50 человек личного состава и 11 единиц техники. Согласно легенде учений, вследствие неосторожного обращения с огнем произошло возгорание на 3-м этаже пятиэтажного здания. Огонь начал быстро распространяться по этажу. Возникла угроза жизни и здоровью людям. Сработала система пожарной сигнализации. Администрация сообщила по телефону 101 в пожарно-спасательную службу и приняла меры по эвакуации работников и посетителей, отключению электроэнергии. Всего эвакуировано 130 человек. Все службы отработали достаточно четко в соответствии с нормативами. Проведенным учениям дана оценка удовлетворительно. В учениях приняло участие более 15 единиц техники и около 60 человек личного состава. Отработаны инструкции взаимодействия со службами жизнеобеспечения, приемы спасания людей из объектов с массовым пребыванием, а также тушение условного пожара. Действия пожарных подразделений оцениваются удовлетворительно. В Якутии стартует показ нового анимационного сериала «Той-Той Ботур», созданного на основе якутского героического эпоса «Олонхо». Мультсериал, состоящий из 8 серий на якутском языке, расскажет о приключениях мальчика Той-Тоя, мечтающего стать легендарным богатырем. Юный герой помогает добру победить зло, восстанавливает порядок и воссоединяет семьи. Сериал будет доступен со следующей недели на детской интернет-платформе «Чохон», «Тюннук» и «Току». Героев озвучили артисты театра «Олонхо» и театра юного зрителя. Можно сказать, что это современное Олонхо для нового поколения. Вы знаете, мы над этим проектом работали и заканчиваем этот проект благодаря, конечно, выигранному гранту главы нашей республики. Это в прошлом году мы выиграли грант. И вот сегодня состоится премьера первой и второй серии. Очень-очень волнительный момент. Я поняла, что этот контент для наших детей очень востребован. Очень. Ну и надеюсь, что оценят и взрослые, поскольку этот сериал нужно смотреть вместе с родителями. Мы продолжаем, и хочется перед Новым годом особенно вспомнить, что все мы родом все-таки из детства, а значит, из детского сада. От того, насколько приятным и полезным местом окажется детский сад, на самом деле зависит очень многое, в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. В этом году свой юбилей отмечает детский сад Кюнчен, и это особый праздник, настоящий калейдоскоп детских голосов, озорных глаз, улыбок и смеха. И сегодня у нас в гостях Гаврильева Лариса, инструктор по физической культуре детского сада, и Рехлясова Ирина, воспитатель. Доброе утро. Ну, поздравляем, естественно, с юбилейной датой. Ну и сразу, да, к делу. Не так давно, казалось бы, детский сад открыл двери, 10 лет прошло. Вот как путь начинался и сколько сегодня воспитанников под надежным крылом воспитателей? Наш детский сад открыл свои двери в 2014 году, 25 декабря, перед самым волшебным праздником Новым годом, под руководством заведующей Надежды Васильевны Ханды. В нашем детском саду 8 групп, 4 из них русскоязычные и 4 группы якутскоязычные. В нашем детском саду 290 воспитанников. За 10 лет прошло немало мероприятий, где наши педагоги и воспитанники занимают призовые места на международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсах. 8 групп и 290 воспитанников, да. Это же очень большие группы на самом деле. Да. А сколько человек сегодня занимается воспитанием такого количества детей? Сколько всего воспитателей? Ну, и помимо воспитателей есть, опять же, да, вот по физической культуре инструкторы и так далее. Мы гордимся тем, какой у нас дружный коллектив. Наши коллеги все активные, общительные, трудолюбивые. У нас в коллективе 60 сотрудников, из них 24 педагога, в том числе 16 воспитателей и 8 специалистов. И каждому молодому педагогу прикреплен педагог-наставник. Это человек с большим опытом работы, который помогает именно начинающим педагогам в решении тех или иных задач, ну и в работе в целом. Ну а говоря про юбилейную дату, 25 декабря, то есть вот буквально, вот прям да. дата, день в день почти, что мы сегодня разговариваем, там плюс-минус, ну, спишем на высокосный год. А, собственно, как к юбилею подготовились, потому что юбилей это всегда какое-то, да, феерия, какой-то праздник и так далее. В какой обстановке праздник сам прошел? Ну, юбилейные мероприятия прошли в торжественной обстановке, можно сказать, да. Буквально вчера детский сад отметил 10-летний юбилей. С тем хотим очень даже поздравить нашу Надежду Васильевну.
с этим юбилеем торжественным. И весь месяц был посвящен юбилейным мероприятиям, таких как встреча выпускников. Именно день был посвящен, можно сказать, воспоминаниям, как для самих выпускников, так и для воспитателей. Также было мероприятие «День открытых дверей» для педагогов и родителей. Также специалисты и воспитатели провели мастер-классы именно для педагогов строительного округа. Ну вот поговорим опять же про воспитателей, да, большой коллектив у вас, и все, наверное, ну, мне кажется, любой человек, кто хоть раз видел со стороны работу воспитателя, он скажет, что именно воспитатель в детском саду, ну это как бы не просто ты пришел, отучился и стал воспитателем, это какое-то внутреннее призвание, потому что даже там, опытные условно педагоги, которые преподают школьникам, они не могут совладать с дошкольниками. А как вы вообще пришли в профессию? Что связало вас с этим делом? Воспитатель — это великое и прекрасное дело. Воспитателем я работаю 12 лет. Я всегда хотела стать педагогом и ни разу не усомнилась в выборе своей профессии. Именно человека к профессии воспитателя, я считаю, приводит любовь к детям. Мои воспитанники являются источником вдохновения в моей педагогической деятельности. Все заряжают вас здесь. А у вас какая история вот именно в профессию? Ну, как я выбрала свою профессию инструктора, могу рассказать, да? Хочу рассказать точнее. Ну, спорт всегда как бы у меня является неотъемлемой частью моей жизни. Моя мама занималась спортом, я занималась спортом. Ну, окончила Вилюйский педколледж, да, и тогда я уже знала, что я буду работать именно с детьми. Ага. Ну, а какой-нибудь, может быть, секрет там, начинающим, да, будущим воспитателям, будущим педагогам подскажете? Потому что, ну, опять же, если мы говорим про школьников, они все-таки уже понимают, что такое дисциплина, там, в зависимости от возраста больше или меньше, но понимают, что вот мы уже тут, у нас тут уже все серьезно. В детском саду все-таки это неуправляемая энергия жизни, которая никогда не останавливается, всегда в движении. Как вот себя настроить на работу с ними? Себя настроить на работу с ними — это атмосфера детства, это праздник, это любовь к детям. То есть воспитатель тоже должен немножко в детстве быть, Да, находиться. А вообще, говоря про новогодние, да, события, помимо юбилея, естественно, дата большая, всегда знаменовывается декабрь утренниками различными. Как вообще, насколько трудно организовывать утренники, потому что сейчас же это все не просто там вокруг елки-хоровод покружили, какие-то театральные постановки ставят, ну, фактически. Утренники у нас всегда проходят ярко и красочно. Воспитатели, несомненно, очень трудно проводить утренники. Это эмоции, это репетиции, это разучивание стихов, песен. Сценарии мы разрабатываем совместно с музыкальными руководителями. Родители нам всегда оказывают огромную помощь в проведении утренников. И не только утренников, но и различных мероприятиях. А вообще, в целом, как прошли утренники у вас в саду? Очень красочно, ярко. Очень красочно, ярко. Ну, тогда мне больше ничего не остается, кроме как еще раз поздравить вас с 10-летним юбилеем. Естественно, пожелать отличного завершения года, да, последние эти дни, и удачи в 25-м уже наступающем, чтобы еще больше побед, еще больше радости от работы с детьми было, наверное. Это самое главное в вашей работе. Ну, а мы продолжаем. Несомненно, дети — это наше будущее, здоровые дети — счастливое будущее. Более 6000 лет человечество знакомо с лечебным воздействием натуральных эфирных масел и с их целебным ароматом. Запахи окружают человека повсюду, ассоциируются с самыми разными событиями, моментами, людьми. И в Новый год наш нюх словно обостряется, запахи становятся по-настоящему волшебными. Но не нужно забывать и про пользу того или иного масла, ведь уже всем известно, что аромат нас настраивает на определенный лад и вызывает определенные эмоции. Как получить удовольствие и пользу для здоровья, узнаем далее. Доброе утро, Республика! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня в нашей рубрике я расскажу вам, как создать новогоднее настроение с помощью ароматов. В преддверии новогодних праздников все украшают свои дома, ходят за подарками, но мало кто задумывается, что можно создать себе новогоднее настроение с помощью запаха. А что, как не запах елочки, у нас ассоциируется с Новым годом. И для того, чтобы у нас в доме пахло еловыми веточками, не обязательно покупать натуральную елку. Вы можете взять несколько
вариантов хвойных масел, ваших любимых. Это такие масла, как можжевельник, пихта, кедр. Возьмите то, что вам больше нравится. И нанести несколько капелек на лапки искусственные еловые вашей елочки. И тогда она приобретет аромат настоящего живого дерева. Ну, с хвойным запахом мы разобрались, но также у нас ассоциируется с Новым годом еще и запах цитрусовых, запах мандаринов. Я предлагаю не смешивать на нашей елочке все ароматы, а использовать, например, такой вот новогодний декор, на который тоже можно нанести аромат, например, мандарина. К сожалению, еще не научились синтезировать запах оливье, так бы мы смогли воссоздать новогоднюю атмосферу просто идеально. Но будьте внимательны, не все хвойные ароматы пахнут елочкой. Такой аромат, например, как кипарис, несмотря на то, что это хвойное дерево, пахнет мазью Вишневского. Этот аромат имеет такой дымный, копченый запах. Поэтому будьте осторожны. Только в маленьких дозировках этот аромат придаст такую хвойную древесную нотку, но если с ним переборщить, то вы получите атмосферу скорее больничной палаты. Подчеркивайте новогоднюю атмосферу своего дома с помощью ароматов. Берем на вооружение аромамасла и продолжаем подготовку к Новому году. 31 декабря – единственный день в году, когда некоторые люди достают из серванта старый хрусталь. Ведь представить Новый год без советского хрусталя в какой-то степени сложно. В советские времена по количеству хрусталя в серванте можно было судить о благосостоянии семейства. Сегодня хрусталь менее популярен, чем тогда, и современная хозяйка больше предпочтет к приходу гостей красивую пластиковую одноразовую посуду, которую можно потом просто без сожаления выкинуть после застолья, чем хрустальные салатницы и фужеры, которые потом нужно тщательно вымыть, ведь хрусталь очень хрупкий, и мыть его необходимо, соблюдая несколько важных условий. В ином случае он перестанет блестеть и будет похож на самое обычное стекло. Ну вот, скоро приближается Новый год, мы готовимся к Новому году и достаем свои хрустали и моем. Хрусталь, они достаются очень редко из шкафа, и поэтому пыль оседает на них, потом их надо мыть. Хрусталь моется в холодной воде, не в теплой, не в горячей, а прохладной воде. При производстве хрусталя добавляют здесь оксид меди или оксид серебра. Поэтому, когда мы его будем мыть, моются они в горячей воде, хрусталь мутнеет. Мутнеет это из-за чего? Из-за горячей воды, потому что здесь появляются микротрещины. Это значит, вы хрусталь испортили, если моете в горячей воде. Прохладную воду, комнатной температуры или даже чуть попрохладнее, мы добавляем каплю любого моющего средства и добавляем соду обязательно. Можно пищевую или такую кальцинированная сода специальная есть в магазине, они копейки стоят. Это хрусталь, он где-то, наверное, с 90-х годов, он у нас в России, где гусь хрустальный, там его делают. И при производстве гусь хрустального, они добавляют оксид меди. Ага, и еще хрусталь, чешские хрусталя, богема и так далее, и некоторые зарубежных странах они добавляют, при производстве, например, серебро. Поэтому звенят. Потом при ополаскивании тоже ополаскиваем в прохладной воде тоже хрусталь. Вода тоже должна быть совершенно прохладная, ни в коем случае не горячая. Тогда будет хрусталь блестеть, и ничего с ним не будет. Героиня нашего следующего сюжета – корона. Пусть и не из хрусталя, но с интересной и уникальной историей. Уважаемые зрители, сегодня у нас очень интересный предмет, о котором я хочу рассказать вам. Мы видим здесь корону. Корону шута Николы Блаженного, которая представлена была как атрибут нашего уважаемого актера Валентина Дмитриевича Антонова.
Конечно, очень много можно рассказать перипетий, связанных с этим спектаклем, который мы начинали его репетировать на площадке нашего театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Этот герой, он таким лейтмотивом проходит в течение всего спектакля. Своего рода это такая, скажем, душа спектакля, которая была воплощена именно Валентином Дмитриевичем Антоновым. Конечно же, все это создавалось руками наших технических цехов, в данном случае бутафорский. Это вещь фактически handmade. Вот. Делалась она по эскизам, которые были найдены в тоже каких-то летописях, я уже не знаю, это наши художники работали, но тем не менее она венчала голову нашего дорогого, действительно, Валентина Дмитриевича Антонова, мастера нашей театральной сцены, учителя, наставника. Для нас, конечно же, это реликвия, которая уже вот несколько лет находится в музее нашего театра. У нас не так их много, но то, что есть, они действительно обладают определенной аурой, определенной энергетикой тех людей, с которыми они были связаны. Кто с ними работал, я думаю, что вот этот атрибут, он действительно очень памятен исторически тем, что это одна из последних работ Валентина Дмитриевича Антонова. Поэтому фактически, наверное, прикасаясь к этой короне, мы получаем частичку того профессионализма, с которым связано именно имя нашего народного и очень дорогого артиста Валентина Дмитриевича Антонова. Здорово узнавать о таких вещах, потому что не раз мы говорим в наших эфирах, что вещи, они не только радуют глаз, они способны хранить в себе историю, причем историю вообще разных аспектов, начиная от истории производства условно до истории людей, которые этой вещью пользовались или использовали ее. Ну а прямо сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги Р-504 Колыма. Исходя из фактического состояния толщины льда 58 сантиметров, установлена грузоподъемность до 4 тонн. На автозимнике произведены работы по устройству подходов к переправе и основных полос для движения в каждом направлении. Ширина каждой составляет 20 метров, установлены дорожные знаки и информационные щиты. Для обеспечения безопасности движения не пренебрегайте установленным требованиям. У нас сегодня действует 4 ледовые переправы. Да, это под Верхневилюйском, под село Квиндяды Нюрбинского района, село Устье, Сунтарский район и село Крестях, Сунтарский район. Да, также. Сегодня производятся замеры льда, и сегодня мы будем повышать на этих ледовых переправах грузоподъемность до 20 тонн. Также у нас еще на автодороге Колыма действует сегодня ледовая переправа через реку Алдан на 365-м километре. В алмазной столице созданы все комфортные и гармоничные условия для развития детей. В год детства в Мирнинском районе прошло около 50 тематических мероприятий. Ими был охвачен каждый второй ребенок. В этом году были введены новые меры поддержки для семей с детьми и улучшены действующие. Большинство мер поддержки продолжат реализовываться и в дальнейшем. В рамках муниципальных программ проводится социальная поддержка семей. Мы в этом году оказали материальную помощь 227 семьям на сумму более 13 миллионов рублей. Оказывается особая поддержка для семей участников СВО. Каждое заявление таких граждан рассматривается индивидуально и оказывается помощь и в бытовом, и в социальном плане.
Союз писателей Якутии пополнился новыми молодыми талантами. В состав творческого объединения вступили прозаик Валерий Андросов, поэт Мария Андреева, драматург Утум Захаров, критик Ольга Макарова и другие. Сегодня в Литературном музее имени Аюнского молодым талантам вручили удостоверение. Но для того, чтобы стать членом Союза писателя, они преодолели тщательный 4-этапный отбор. После издания минимум 2-3 книг, обсудив их творчество, поддержали на заседании Союза писателей, затем утвердили в республиканской и общероссийской комиссии. Вступление обязывает нас, чтобы язык нас не терялся. Это, во-первых, чтобы якутская литература продолжалась. Мы должны покорно служить, получается, литературе в имя нашего народа. Я представитель прозы. У нас, получается, муторная работа. Надо писать, а работать. Все. И работать над собой. В последнюю неделю года традиционно идет самая активная подготовка к предстоящему празднику. Не забывают якутяне и про гирлянды. Так почти весь рынок иллюминации состоит из товаров, сделанных в Китае. В Якутске приобрести гирлянду можно в среднем от 500 до 1000 рублей. Все зависит от метража изделия. Не теряют актуальности очередной сезон так называемые гирлянды «Роса». А вот, например, вешать гирлянду-сетку на окно считается уже не актуальным. Поэтому их и не встретишь на прилавках магазинов. Обращать стоит и в не насколько качественно изготовлена светящаяся лента, чтобы встреча Нового года не обернулась пожаром. 100 метров 1200. 2000. Какую чаще всего покупают гирлянду? Самая популярная какая? Сейчас это пистолет. Это пистолет. Белые нету, кончено белые. И почем такая? Это 1300. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире. Как год встретишь, так и проведешь. Наступающий 2025 обязательно должен стать особенным, а поэтому нужно подготовиться к празднику как следует. Один из самых важных вопросов – в чем встречать Новый год. Затем возникает вопрос, где, с кем и многие другие. Разобраться во всем этом нам поможет гость Наталья Гуляева, специалист по китайской метафизике. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, все мы знаем, да, что каждый год, у каждого года есть символ. Мы ожидаем деревянную змею, и каждый символ, он предпочитает те или иные цвета, те или иные блюда и так далее. Давайте по порядку. Первое. Собираем, так сказать, новогодний вечер. В чем лучше всего наступающий 25-й год встречать? Так, 2025 год он у нас со знаком деревянной змеи. То есть змея, она не простая, а уже будет деревянный. Он символизирует, в общем, рост, развитие, гибкость, умение адаптироваться ко всему, да. То есть мы к этому должны быть немножко готовы. В чем же именно встречать? Этот вопрос, скорее всего, самый такой актуальный, да, на сегодняшний день. И могу сказать с точностью, что любой наряд, главное, который вас счастливит, радует, вот это вот будет самым важным. То есть можно не озадачиваться про цвет и так далее. Главное, вот самому нравится, значит, все уже хорошо. Пойдем в следующий, да, естественно, стол праздничный. Тоже каждый год мы слышим, что вот там вот год того-то наступает, там любит это, то не любит. Ну, условно, в год кролика на столе как бы лучше не надо избежать, да. Естественно, что в год змеи вряд ли кто-то будет. Ну, вообще, в принципе, вряд ли мы змею можем на столе в нашей стране увидеть когда-либо. Тем не менее, змея, наверное, что-то тоже не любит, что-то любит очень. Как ориентироваться по столу? Ну, змея, она... Вообще новогодний стол, он должен быть изобильным. Да, должны быть все ваши любимые блюда. Но очень любит змея именно молочные, кисломолочные продукты. Поэтому мороженое, какие-то коктейли молочные, да. Можно какие-то вот йогурты украсить какими-то ягодами, орехами. Вот это будет очень кстати. А если использовать, допустим, для заправки салата греческий йогурт вместо майонеза? Конечно. Уже, да, как бы попадаем. Вот, ну, опять же, по украшениям, да, понятно, что символ года всегда в украшениях, в домашних он проявляется так или иначе. Может быть, есть еще какие-то советы, может быть, есть какой-то чек-лист по украшениям, как год змеи встречать?
Мгм. Значит, так как у нас змея любит золото, все блестящее, обязательно должно быть золотые украшения. Золотые блестящие, то есть пайеточки. Змея еще является одним из огненных знаков, то есть красные золотом — это самый топ. Ну и, вероятно, много свечей на новогоднем столе в ночь. Можно, да. Ну, естественно, нужно уже соблюдать меры предосторожности, а так, да, на любой вкус. А что касается подарков, то есть есть ли какие-то ограничения, советы по подаркам, что в новогоднюю ночь дарить тем, с кем за столом собрались? Или... Потому что, вот, допустим, если про что надевать, что на стол ставить, каждый год мы об этом слышим, про то, что дарить там, в наступающем году, как-то особо вроде бы информации нет, и вроде бы это не так важно. Или ошибаюсь, и действительно важно, что ты подаришь в новогоднюю ночь. Змея является очень мудрым животным, да, знаком. Поэтому все, что касается духовности, все, что касается саморазвития, можно подарить какие-то книги, можно обучающие курсы, да, что-то вот именно в наше поколение сейчас принято вот так. То есть что-то направлено на саморазвитие Да. человека, на его рост над собой. Мудрость, духовность. Ага. Ну и важный момент, уже там, бьют куранты и так далее. Все мы каждый год, ну, может быть, не все, но большинство, поголовное большинство соотечественников, мы поджигаем бумажку с желанием, сжигаем шампанское, выпиваем ее. Это такой уже классический традиционный ритуал. Есть ли какие-то ритуалы, связанные именно с наступлением года змеи? Так как китайцы очень любят символы, вообще каждый год на новогодний ритуал такой есть 8-9 апельсинов. Наверняка слышали или множеное. Нет, не слышали, да. Можно подкатить именно апельсины со входной двери в дом, чтобы привнести в свою жизнь удачу, изобилие, чтобы у нас все планы исполнились. Ну, это, так понимаю, с любым годом работает, то есть не Да, связано прям не обязательно. А апельсина должно быть 8 или 9? 9, 18, 27. Что-то кратное да. 9, понятно. И просто от входной двери. А если вот от входной двери, допустим, ну, есть же квартиры, да, которые в несколько сторон расходятся, можно в какую-то одну сторону прокатить? В центр, да. да. То есть найти где-то примерно географический центр квартиры, туда закатывать. Они, получается, будут символизировать богатство. И в последнее время тоже там в социальных сетях различные, да, ролики попадаются, в том числе астрологические, с кем встречать, с кем не встречать. Имеет ли значение, с кем встречать Новый год наступающий? Новый год, он все-таки семейный праздник. И хочется видеть именно, держать вот этот вот институт здоровой семьи. Поэтому встречайте Новый год с любимыми, с близкими, с родными. Независимо не обращая внимания на какие знаки зодиака и так далее. Да. Это очень хороший совет. А бывают случаи, когда человек встречает Новый год один, как бы всякое бывает, в том числе этому человеку это больше всего нравится, что-то ему нужно сделать, вот, какой-то ритуал провести. Так, такого ритуала я точно не могу сказать, да, но следующий год, он нацелен на коммуникативные сферы. То есть обязательно нужно с кем-то встретить. Лучше пусть это будет даже кошка, либо собачка, да. Но не в полном одиночестве, главное. Но не в полном одиночестве. И раз мы говорим все-таки про китайский, да, аспект, скажем так, то есть восточный гороскоп, календарь, традиции, опять же, восточные. Важно ли встречать Новый год? Потому что китайский Новый год, мы знаем, это все-таки февраль месяц, да, если не ошибаюсь, весенний фестиваль называется, что-то фестиваль Луны. Ага. У нас все-таки пораньше главное торжество происходит. Имеет ли это значение или нет? Все равно все в нашей голове, в нашем настрое. Конечно, в нашем настрое, да, но восточные страны, вот как Китай, допустим, да, они встречают свой собственный Новый год, это по лунному календарю, он у нас наступает 29 января следующего года, то есть можно встретить дважды. Можно. Хорошее наставление, мне нравится, встретить Новый год дважды. Наталья, спасибо большое вам за эту беседу, удачи в наступающем году, успехов в оставшихся днях текущего года, ну и, возможно, до встречи в нашей студии. Спасибо большое.
Вот. Ну а в канун Нового года жители Алдана традиционно отправляются за счастьем на ярмарку, которую организует Алданский клуб рукодельниц. Она так и называется, кстати, ярмарка счастья. На предновогодних гуляниях мастера и рукодельницы не только предлагают созданные своими руками шедевры, но также щедро делятся секретами в ходе мастер-классов. По мнению гостей, эту ярмарку отличает особенная теплота и душевность. Главная же ценность таких встреч в рождающемся стремлении творить. Немного счастья почерпнули и наши корреспонденты. Множеством оттенков и красок вновь заиграл праздник творчества и созидания. В одном из залов Дома культуры развернулась традиционная предновогодняя ярмарка счастья, организатором которой выступает Алданский клуб рукодельниц. Елена Кондрашова около 10 лет занимается изготовлением мыла и свечеварением, а недавно освоила новое направление. И в этот раз, помимо уже полюбившихся гостям ярмарки предметов и сувениров, Елена представила эксклюзивные украшения. Стала делать еще броши из бисера. Стала делать броши из бисера, также валяние мое любимое, мыловарение тоже как позавтракать. Ну, вкусняшки тоже делаю, тоже очень нравится, очень все это затягивает. Жительница Ленинского Марина Сибирякова участвует в ярмарке в первый раз. Гостям она предлагает вот такие сумочки. Марина совершенствовалась в разных направлениях творчества, а создание аксессуаров из бусин освоила чуть более года назад. Я сперва увидела в магазине сумочку. Мне эта сумочка понравилась, я ее хотела купить, а потом подумала, ну, я умею вообще с детства и вяжу, и шью, и подумала, что купить самой бусы и сделать. И так и пошло. Сделала одну сумку, вторую, третью, четвертую, и так под заказ. Лишними изготовленные Мариной сумки точно не станут. У мастерицы подрастают 4 дочерей. Девчонки тоже интересуются творчеством. А когда мама вернется с ярмарки домой, девочек ожидает увлекательный сюрприз. Я сейчас хочу научить своих деток, девочек, плести вот елочные игрушки. Посмотреть. Третьей дочке это очень интересно, и она вчера попросила, чтобы я ее научила. Любимым направлением в творчестве Мария Девотченко называет вышивку гладью. Нею она увлеклась еще в школе. А в последние 3 года Маша занимается изготовлением кукол и мягких игрушек. Почти все близкие мастерицы находятся в зоне спецоперации. И в свои произведения Мария вкладывает особенные эмоции. От продажи своих изделий я отправляю посылки своим родственникам, не только родственникам, но и всем солдатам, которые защищают наше мирное небо. На данный момент мы отправили пряники ручной работы. Солдатам нашим очень было приятно, потому что положительные эмоции, они тоже должны присутствовать. К Алданскому клубу рукодельниц Мария присоединилась в этом году и на ярмарке стала новичком. По мнению Маши, в великолепии представленных мастерами и мастерицами шедевров многогранно отражается безграничность стихии творчества. Мне очень приятно, что в нашем небольшом Алданском районе вот прям много мастериц, и вот хочется пожелать им от души, чтобы все их работы нашли своих обладательных. Салфетки, накидки, необходимые в быту предметы и сувениры, изготовленные Еленой Гусаровой, алданцам известны. На выставках и ярмарках свое творчество мастерица представляет не впервые. А плетением в технике макраме Елена увлекается уже 35 лет. У меня как раз родился мой старшенький сын, но он был такой спокойный, что я целыми днями могла заниматься, чем хотела. И вот мне попалась в руки журнал «Работница», еще советская, и, значит, там как раз были уроки макраме. Близкие иногда в шутку называют Елену кисейной барышней, однако без ее шедевров и украшений едва ли дом будет уютным. Увлечение Елены идет на пользу всей семье. В этих старых квартирах очень подоконники очень маленькие, а я люблю разводить цветы. И вот чтобы цветы были, так сказать, в подвешенном состоянии, я начала плести кашпо подвесные. Потом постепенно дальше стала осваивать, перешла на шторы, абажуры. По мнению гостей, ярмарку счастья отличает особенная теплота и душевность. Главная же ценность таких встреч в рождающемся стремлении творить и созидать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Новогодняя суета уже близко. Многие из нас все еще думают, где, в чем и с кем провести главную ночь в году. И, конечно, что приготовить. Новый год ближе, чем кажется, а значит, скоро за праздничным столом соберутся самые близкие люди. Согласитесь, всегда приятно удивить их чем-то необыкновенным. Оригинальные брускетты как раз станут таким маленьким, но очень вкусным сюрпризом. Всем доброе утро. Меня зовут Новгородов Евгений, я шеф-повар ресторана Китчена. Сегодня мы приготовим брускетты. Первым делом мы нарежем чиабатту. Я буду резать ее немножко на угол, чтобы у меня площадь у хлеба получилась чуть-чуть побольше. На чиабатту мы немножко нальем оливкового масла с одной стороны и с другой стороны. Делаем румяную корочку с двух сторон. Пока наш хлеб обжаривается, мы подготовим креветки. Креветки я слегка надрежу от головы к хвостику. Вот так вот их раскрою. Я наливаю также немножко оливкового масла и добавляю туда кусочек сливочного. Никогда не жарьте на чисто сливочном масле никакие продукты. Всегда добавляйте либо растительное масло, либо оливковое масло, потому что сливочное масло очень плотное, и через какое-то время оно у вас перестанет жарить и начнет просто гореть у вас на сковороде. Берем тарелочку для сервировки, подготовленные наши кусочки чиабатты, креветочки у нас доходят, творожный сыр ложечкой. Можно в этот творожный сыр добавить немножко чеснока по желанию. Зелени можно добавить также по желанию. Можно вообще творожный сыр заменить на плавленый сыр. Тут кому как больше нравится. Берем помидорку черри. У меня помидорка большая, поэтому я разделю ее на 4 части. Начинаем все это сервировать. То есть выкладываем наши брускеты. Выкладываем наши помидорки. Дальше берем моцареллу мягкую. Можно ее нарвать, но я ее нарежу, чтобы она у нас выглядела более аккуратно. У нее очень мягкий сливочный вкус. И она будет отлично дополнять нашу брускетту с морепродуктами. Так, вот сюда кусочек, вот сюда кусочек и здесь также. Так. Ну и, соответственно, берем наши обжаренные креветки. Вот такие они у нас красивые, как раки получились из-за того, что мы их надрезали посередине. Сверху добавим немножко, у меня зеленое масло из петрушки. Можно сделать из укропа, из кинзы, можно просто оливковым маслом обойтись. Я полью сверху. Оно придаст, во-первых, вид очень красивый. Зеленый оттенок, его как будто здесь прям не хватает. И, соответственно, вкус. И добавлю немножко крем-бальзамика. Опять же, вот этот крем можно купить сейчас в любом магазине, он продается. Наши брускетты с креветками, мягкой моцареллой и томатами готовы. Приятного аппетита! Ну, вот, на самом деле, такая приятная румяная композиция, я думаю, порадует всех, особенно если человек, предвкушая новогоднее застолье, голодал весь день, ожидая все, что можно съесть, ему это точно придется по вкусу. Ну, а до Нового года, конечно, еще 5 дней. Сегодня
еще четверг. И, кстати, да, у обычного человека это середина рабочей недели, как известно, она начинается неделя-то в понедельник только. А вот в мире кинотеатральном четверг это вот как раз новая неделя, это в четверг, потому что основная масса фильмов выходит в четверг, соответственно, с него и стартует для кинотеатров вот та самая рабочая неделя. Какие кинопремьеры можно посмотреть, узнаем далее. Сказка Экспо. Крупнейшая междуцарственная выставка чудес. Приглашением... Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Иван Царевич и Серый Волк 6. По щучьему велению, по царскому хотению, Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющее желание щука, как назло, возьми да исчезни. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником. А главное — доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь. Удивительно, я сам в шоке. Смотри, жар-птица. Я предпочитаю безопасность. Прошлый мир исчез в огне. Последний Ронин. Недалекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена. Земли выжжены, города разрушены. Техника не работает. Бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — 2 патрона 9 мм и 7,62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит Ронин со своей нравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась. Самое страшное зло в этой долине. Я Робби Уильямс. И это моя история. Но я хочу рассказать ее... «Быть лучше». История Робби Уильямса. Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это, как всегда, в умопомрачительной манере. Итак, история начинается. «Быть лучше». История Робби Уильямса. В кино с 26 декабря. Желаем вам хороших выходных. Что такими картинами радует нас кинопрокат. Вряд ли в ближайшие выходные кто-то побежит в кинотеатр, хотя почему бы и нет. Но, думаю, новогодние праздники вполне себе можно посвятить просмотру кинокартин. Тем более очень много сказочных выходит, по мотивам семейных. Прекрасные моменты, прекрасная возможность именно с семьей провести время, потому что Новый год все-таки ассоциируется, как мы сегодня в эфире тоже говорили, с таким семейным праздником, когда мы, все самые близкие люди, должны быть
вместе. Потому что в течение года, ввиду суеты будничных дней, не всегда у нас это удается. А почему бы ближайшие там, вот эти 10 дней праздников не посвятить этому событию? Если у вас уже есть возможность сделать это сегодня, делайте. Тем более сегодня погода еще плюс-минус радует. В Якутске у нас утром было минус 34 градуса, днем ожидается минус 30, минус 32. В целом днем в столице республики существенных осадков не ждем. Ветер будет западный 1,5 метров в секунду. Это на сегодняшний день такая история. Что будет в новогодние праздники, ну, мы это узнаем уже ближе к началу 25 года. Может быть, и будет возможность всей семьей прогуляться по улицам, посвятить себя таким новогодним прогулкам, посетить все елки и так далее. Но если будет холодно, то, конечно, опять же, возвращаемся к возможности сходить в кинотеатр. Ну а сегодняшний эфир завершается. Я с вами прощаюсь, желаю отличного настроения. Завершим мы праздничным стихотворением сегодняшний день. Завтра вновь увидимся. До встречи. Какого цвета Новый год? Веселого, как рыжий кот. Он серебристый, как снежок, и разноцветный, как мешок. С подарками прекрасными, с машинкой, куклой, красками. Он солнечного цвета, как будущее лето. С Новым годом!